Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами в очередной раз встречаемся на наших вебинарах и ведем разговоры о детях с ограниченными возможностями здоровья. Почему это так важно, почему это так необходимо? И, к сожалению, у меня сегодня нет обратной связи, я не вижу, кто присутствует на нашей встрече, очень печально. И я бы очень к вам хотела обратиться вот с какой просьбой. Нам интересна ваша обратная связь, ваши впечатления, вопросы, которые мы с вами, может быть, не сумели рассмотреть конкретно на каждой встрече. И, может быть, нужен какой-то материал, который нужно повторить. Вот о детях с задержкой психического развития мы будем говорить с вами 2 встречи. Сегодня это первая часть, мы начинаем говорить об этих детях. И во второй части мы будем более подробно рассказывать, каким образом организовывать образовательный процесс с ребенком с задержкой психического развития. Но начнем с того, что детей с задержкой психического развития у нас очень много. Мы можем с вами найти в литературе совершенно разные статистические данные от того, что детей с ЗПР от 8% и до 50% приходят в школу. Но по данным Татьяны Волосовец, у нас на сегодняшний день в 1 класс приходит 50% детей с трудностями, которые будут испытывать трудности в обучении. То есть это 50% детей, которые начинают обучение в 1 классе, не готовы к школьному обучению. Они не выросли, не созрели для того, чтобы начать школьное обучение. Но, как правило, вот там среди этих детей и будет от 8 до 30% детей конкретно с диагнозом задержка психического развития. Сразу хочу сказать, что диагноз задержка психического развития – это клинический диагноз, и имеет право его выставить только психиатр, детский психиатр и больше никто. Ни другие специалисты, медики, ни тем более педагоги не имеют права сказать, что у ребенка задержка психического развития. Второй момент, который бы хотелось озвучить на нашей сегодняшней встрече, у нас очень часто путают 2 понятия. Ребенок с задержкой психического развития и ребенок с умственной отсталостью. Давайте не путать 2 этих понятия. Я думаю, что все прекрасно понимают, чем отличается ринит от ангины, да? И никто не будет ни с кем спорить, что это одно и то же. Хотя, собственно говоря, локально заражение, локально болезненное ощущение где-то в одной области. Вот и точно так же нам надо научиться отличать, какой ребенок с задержкой психического развития, какие у него психофизические особенности, какие у него образовательные потребности, и что мы понимаем, когда говорим о ребенке с умственной отсталостью. Опять-таки, какие у него образовательные потребности и какие у него психофизические возможности для освоения образовательной программы. Мне хотелось бы еще, чтобы вы обратили внимание на слова Выгодского, который говорит о том, что ребенок должен воспитываться в определенной социальной среде. И проблема ребенка заключается в том, что мы выводим из этой социальной среды, и если первично есть какие-то нарушения каких-то систем у ребенка, то эти первичные нарушения могут перерасти во вторичные, третичные, как я уже говорила, и четвертичные, и так далее, и тому подобное. То есть, если мы замыкаем ребенка в какой-то нозологической группе, то мы наносим практически серьезный ущерб его будущему. То, что ребенок будет испытывать в процессе образования, в процессе обучения и воспитания. То есть Выгодский говорил о том, что нужно как можно шире практиковать общение этих детей. Очень часто, когда сегодня мы начинаем работать с педагогами школ или детских садов, они задают один и тот же вопрос. Почему эти дети должны получать обучение, должны получать образование в условиях общеобразовательных учреждений? Вот как раз для того, чтобы социализироваться. Да, у нас есть замечательная система специального обучения, специального образования.
в специальных образовательных учреждениях. Эта система работает не один десяток лет, и отработана там замечательно, и приемы, и организационно все работает. Но на сегодняшний день закон говорит о том, что ребенок имеет право получать образование в шаговой доступности. И выбор делают родители или законные представители. Проблема в том, что если мы организуем обучение детей с задержкой психического развития изолированно от социума, то мы получаем очень плохие данные. Вообще принято считать, что ребенок с задержкой психического развития вот испытывает такие трудности в обучении где-то до 11-12 лет, ну максимум 12-13 лет. Дальше, если правильно была построена коррекционная работа, если правильно ребенок был обследован и ему правильно выставили все диагнозы, на которые мы ориентируемся, значит, вот та самая задержка психического развития к возрасту 12-13 лет, она должна пройти, и практически ребенок должен перейти в общеобразовательную школу, обучение по общеобразовательной программе. Посмотрите, чем отличается задержка психического развития. Это в первую очередь незрелость эмоционально-волевой сферы у ребенка. Это ребенок, который сложно входит в образовательный процесс, он быстро утомляемый, он ранимый, эмоционально-волевая сфера не позволяет этому ребенку действовать целенаправленно. У него проблемы с ведущей деятельностью. Он может еще, придя в школу в 7 лет, для него ведущей деятельностью еще несколько лет может оставаться игровая деятельность. Он не принимает условия учебной деятельности. Он не включается в учебный процесс. У него не получается действовать целенаправленно, произвольно. И если при этом это ребенок сохранный, то есть познавательные процессы, мыслительные процессы у него работают практически как у нормативно развивающегося ребенка. Да, есть определенные особенности, безусловно, есть определенные трудности, но все-таки этот ребенок умеет делать выводы, он умеет переносить материал, он умеет пользоваться дозированной помощью взрослого. То есть это ребенок, который к 12 годам, еще раз я повторю, к 12 годам должен перейти на обучение по общей развивающей программе. Если ребенок не справляется с этим, там, значит, две причины было. Или неправильно продиагностирован ребенок и неправильно выставлен диагноз, или работа коррекционная была построена неправильно. Поэтому у него сохраняются какие-то проблемы. Вот как раз готовясь к нашей встрече, я нашла такую информацию, что если ребенок, нельзя выставлять задержку психического развития у ребенка, который обучается в 8-7 классе. Если впервые выставляется диагноз, то это нарушение закона. Задержка психического развития у учащегося 7-8 класса может быть только тогда, если ребенок был диагностирован в начальной школе и была неправильно построена коррекционная работа. Так, вот для того, чтобы еще раз вместе с вами убедиться в том, что это темповое замедление, темповая задержка развития, а не задержка развития, которая обусловлена серьезными круглыми нарушениями работы центральной нервной системы, я хочу вас вернуть вот к этой карте категории обучающихся с ОВЗ, ПАВГОС и варианты программ. Посмотрите, 7-я строчка «Обучающиеся с задержкой психического развития». Вы видите, что программа рассчитана только на 2 варианта. Первый вариант 7.1 и второй вариант 7.2. То есть предполагается, что детей с задержкой психического развития тяжелых форм, тяжелых проявлений просто не существует. Вы видите, что там 7.3 и 7.4 стоит прочерк. То есть ребенок с диагнозом задержка психического развития получает цензовое образование, и при правильно организованной коррекционной работе он получает документ о
об образовании и может продолжить свое обучение в системе СПО, в системе профессиональной подготовки. И как нам говорят люди, которые работают углубленно с детьми с задержкой психического развития, эти дети способны обучаться в техникумах и даже получать образование в высших учебных заведениях. Опять-таки при условии, что все сделано правильно. Если мы сегодня с вами обратимся к профессиональному стандарту педагога, то мы увидим такую строчку. То есть любой педагог, учитель, воспитатель, педагог доп. Образования должен уметь работать с любой нозологической группой, он должен знать характеристику этих детей, он должен знать потребности этой группы детей и должен знать методы и приемы, как работать с этими детками. Но мне могут возразить и сказать, что я сказочница. Вот как такой огромный пласт работы, такой огромный пласт знаний должен освоить учитель. Ну, давайте договоримся, что в условиях инклюзивного образовательного учреждения, ведь не факт, что к вам обязательно придут дети только с задержкой психического развития. Да, у вас могут быть сегодня дети, ребенок может быть с задержкой психического развития, через несколько лет к вам могут прийти дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. То есть у нас с вами есть возможность познакомиться с особенностями этих детей и правильно построить коррекционно-образовательный процесс. Так. Вот эта таблица, вот эти требования в ГОС нас убеждают в том, что дети с задержкой психического развития, у них не бывает тяжелой патологии. То есть дети должны при соблюдении определенных особых условий, они могут получать цензовое образование. Так, ну вот к характерным особенностям детей с задержкой психического развития, посмотрите по ранжиру. Самое главное, я уже сказала, это незрелость эмоционально-волевой сферы. То есть они еще несколько лет продолжают себя ощущать как дошкольные детки дошкольного уровня. У них сохраняется игровая деятельность как ведущий вид деятельности. Самое главное, что у них не сформировано желание учиться. Дальше. Особенность заключается в том, что у них ограничен запас сведений об окружающем мире. Чем это вызвано? Это вызвано не потому, что вот как раз они учиться-то и знать ничего не хотят, а проблема в том, что у них вот эта самая сниженная активность образовательная, она не позволяет им проявлять какие-то свои желания в том, чтобы больше узнать об окружающем мире. Они истощаемы, они быстро устают. Ему что-то понравилось, он что-то стал рассматривать и очень быстро отвлекается. Я думаю, таких детей видели все. И в детском саду воспитатели видели, и в школе учителя начальных классов видели. Он буквально несколько минут, 10-15 минут, он работоспособный, он целенаправленный, а через 10-15 минут он истощаемый. Все, начал зевать, забыл, зачем сюда пришел, начинает разговаривать громко, начинает, а то еще и кричать. А не дай бог, если у него с задержкой психического развития есть еще и СДВГ, то с этим ребенком, конечно, на уроке очень сложно справиться. В силу того, что вот как раз это проблема с вниманием, проблема с произвольным вниманием ведет к тому, что запас знаний об окружающем мире очень скудный, он очень маленький. Итак, а если знания об окружающем мире, они малы, они недостаточны для того возраста, о котором мы сегодня говорим, то, естественно, и словарный запас будет тоже очень маленький. То есть дети испытывают серьезные трудности в освоении лексико-грамматических категорий. И дети с задержкой психического развития, они сложно овладевают грамматическими правилами, грамматическим строем, и, естественно, у них серьезные предпосылки к тому, что когда будет освоение письменной речи, они могут прийти к дисграфии, к дислексии, и, как правило, у них несколько видов отмечается дисграфии. То есть там не один какой-то вид грамматический или оптический, а тут у них может быть целый набор.
Ну и так как эти дети истощаемы, так как у них произвольность нарушена и не соответствует возрастным нормам, мы с вами и видим, что процессы регуляции, процессы выполнения правил, программирование собственного поведения у них, естественно, тоже западает. И они, естественно, очень низкий навык самоконтроля. Тот, кто работал с этими детками, знает, что на уроке он может встать, и не только на уроке. Даже дети в дошкольном образовательном учреждении, они могут встать во время занятия, они могут начать уйти в игровой уголок, они могут начать что-то говорить, а то и капризничать: дайте мне вот эту игрушку и все. И все какие-то попытки усадить и успокоить обратно на место, бывает, заканчиваются провалом. Так, ну, для того, чтобы нам хорошо понять, что это за дети, нам нужно обратиться к тем классификациям, которые у нас на сегодняшний день существуют в науке дефектологии. Ну, вот Певзнер и Власова, они предлагают два варианта. Это неосложненный психофизический и психический инфантилизм. И второе – это вторичная задержка психического развития. Ну, неосложненный психофизический и психический инфантилизм в силу того, что у ребенка были какие-то, когда ребенок были какие-то, мама испытывала серьезные трудности во время беременности, во время родов. И это может быть связано с тем, что вот ребенок будет испытывать, то у него можно диагностировать задержку психического развития. Еще одна классификация другого автора, Ковалева, который нам предлагает вот ту следующую классификацию, которую вы видите на слайде. Здесь нам интересно говорить о том, что опять-таки психический инфантилизм – это дети, которые, ну это я говорю, они продолжают оставаться как бы в дошкольном детстве. Для них ведущая деятельность игровая. Нужно определенное время, чтобы эти детки у нас все-таки повзрослели, выросли, и определенная, конкретная, целенаправленная коррекционная работа. Мы с вами видим, что задержка психического развития может быть вызвана не грубыми органическими поражениями центральной нервной системы. И следующая группа детей, у которых ЗПР вторичного характера, это дети с нарушениями сенсорных систем, это дети с нарушением зрения, с нарушением слуха. Естественно, у этих детей представление об окружающем мире тоже достаточно узкие, то есть у них это тоже освоение знаний об окружающем мире идет с задержкой. Сведения об окружающем мире у них также будут в силу нарушений зрения или слуха будут достаточно скудные. И поэтому у них наступает вот та самая вторичная задержка психического развития. Итак, ну и ЗПР, связанный с ранней социализацией и депривацией. Это дети, которые не получили в семье, там ЗПР связано с социальными причинами. Те предыдущие классификации мы с вами рассмотрели. Вот еще одна классификация, которая чаще всего у нас используется в науке, в психолого-педагогическом сопровождении. Итак, они очень похожи, по сути дела. Вы на слайде можете сейчас прочитать. Итак, мы можем с вами разделить, что у нас ЗПР есть биологическая, по биологические причины ЗПР, есть социальные причины ЗПР. Но здесь, как вы видите, больше всего, конечно, это социальные причины. Когда ребенок попадает в условия неправильного воспитания в семье, здесь и гиперопека, и воспитание ребенка по типу кумир семьи, это или наоборот, недостаточная опека и безнадзорность ребенка, когда, собственно говоря, в семье никто этим ребенком не занимается. Ну и к ЗПР, к сожалению, могут приводить такие процессы в семье, которые как развитие личности по невротическому характеру, по невротическому типу, когда родители ребенка авторитарны, когда ребенок в отношении ребенка они допускают и физическое насилие, и грубость, деспотизм, и вызывают тем самым и проявляют агрессию к ребенку и вызывают агрессию у ребенка. И когда ребенок в такой ситуации, естественно, с удовольствием заниматься изучением окружающего мира и проявлять какие-то интересы к окружающему миру или
проявлять интерес и выполнять правила социальные, ребенок это тоже будет с трудом. Так, эта классификация на сегодняшний день наиболее востребована, и специалисты чаще всего пользуются этой классификацией. То есть дети с ЗПР – это дети по состоянию здоровья, которые нуждаются в особых образовательных условиях, в специальных условиях обучения и воспитания. Кто определяет эти специальные условия? Специальные условия определяют психолого-медико-педагогические комиссии. Когда ребенок проходит освидетельствование, и ему присваивается статус ребенок с ОВЗ, и определяется программа для детей с задержкой психического развития, вот в этом случае прописываются те специальные условия в соответствии с особенностями этого ребенка. Мы с вами посмотрели, что по классификации и по тем статистическим данным группа очень большая. Особенность этой группы тем, что 30% детей с ЗПР в начальной школе и чрезвычайно неоднородно и по причинам появления такого диагноза, и по распространению этого диагноза, и по проявлениям. Мы с вами видим, что вот количественный состав и качественный состав этой группы определен очень многими причинами, поэтому, наверное, группа такая большая. Но мне хочется вернуться к словам о том, что это дети не с умственной отсталостью. У них, как правило, в основном нарушено внимание, тем более произвольное внимание. У них формируется проблематично восприятие и память, сложно формируются процессы памяти. Но вот у этих детей, в отличие от детей с умственной отсталостью, у них есть мыслительные действия. Они умеют, их можно обучить анализу, синтезу, их можно обучить определенным мыслительным действиям, и не просто обучить, а развить достаточно хорошего уровня. Но это может быть только при условии. Эти условия называла еще в свое время Выгодский. Первое. Нужно организовывать деятельность детей. Деятельность детей организованной должна быть на протяжении всего рабочего дня или того времени, пока ребенок находится в образовательном учреждении. Так, самое главное, на что должен рассчитывать этот ребенок, на то, что он интересен педагогу, и педагог, этот ребенок постоянно находится в поле зрения и в поле деятельности, профессиональной деятельности педагога, и педагог старается предпринять все действия для того, чтобы помочь этому ребенку к 11-12 или 12-13 годам, чтобы ребенок смог перейти на освоение общеобразовательной программы и получить документ об образовании. Вот посмотрите, пожалуйста, должно быть, когда у вас есть в вашей группе или в вашем классе есть ребенок с задержкой психического развития, ребенок должен быть активный, то есть он выполняет самостоятельные действия. Вот этого добиться, конечно, очень трудно. При том, что ребенок истощаем, ребенок быстро утомляется. Ну, во всяком случае, должны быть созданы такие условия, чтобы ребенок целенаправленно поработал, потом даем ему возможность переключиться на другую деятельность, а если это необходимо, даем возможность отдохнуть. Точно так же, когда у нас есть ребенок с расстройствами аутистического спектра, если у нас появился ребенок с ЗПР, и мы знаем, что он очень быстро утомляется, то у нас должна быть зона отдыха, куда мы можем предложить ребенку перейти, отдохнуть, и потом он может вернуться обратно в учебный процесс. Вторая сторона – это активность самого педагога, самого воспитателя. То есть не должно быть обиды на этого ребенка. Ну, пришел к вам ребенок с ЗПР, понятно, что этот ребенок мешает. Вот тут даже, думаю, что слово-то мешает не надо, что он добавляет профессиональных каких-то проблем и воспитателю в детском саду, и учителю в школе.
То есть нужно все время думать. Воспитатель должен быть активен. Он все время должен наблюдать за ребенком и помогать ему максимально, как только это можно сделать. Ну и среда между ребенком и воспитателем должна быть активна. Мы с вами прекрасно знаем, что ребенок испытывает трудности в обучении, но этот ребенок может быть активен, он может себя творчески реализовывать, он может себя демонстрировать творчески во всех воспитательных мероприятиях. Он должен там участвовать. Даже если у него есть проблемы поведенческие, все-таки выключать ребенка из воспитательных мероприятий и из воспитательных событий мы не имеем права. Он должен быть там, присутствовать и активно в них участвовать. Так. Вот здесь мы с вами будем говорить в рамках закона, часть 5 статьи 79, где каким образом может быть организовано обучение детей из ЗПР. У нас на сегодня закон нам показывает, что форм организации учебной деятельности вот представлено перед вами 5. Ребенок с ЗПР может обучаться в специальных образовательных учреждениях, специализированных образовательных учреждений 7 вида и осваивать там адаптированную основную образовательную программу. Естественно, если ребенок попадает в условия специализированного образовательного учреждения, то там вся и среда организована для того, чтобы детки там обучались конкретно с задержкой психического развития. Но мы должны понимать, что это возможно только в условиях больших городов. Когда такие организации, там, где много детей, и где можно организовать конкретную школу для детей 7 вида, для школы 7 вида для детей с ЗПР, в условиях вот таких маленьких городов это сделать невозможно, и поэтому создаются специальные коррекционные классы для детей с ОЗ, конкретно для детей с задержкой психического развития. То есть при общеобразовательных школах организуются классы для детей ЗПР. Туда зачисляются дети только с диагнозом ЗПР. Это 7.1, 7.2, дети, которые осваивают программу 7.1, 7.2. Ну и там специально создается коллектив психолого-педагогического сопровождения и осваивается опять-таки программа, адаптированная основная общеобразовательная программа 7.1 или 7.2. Ну, простите, что я вот это вот повторяю много раз, но оно так и есть. Кроме того, сегодня по закону об образовании в Российской Федерации любой ребенок, имеющий статус ОВЗ, может обучаться в общеобразовательных классах. В учреждениях общего вида совместно с другими детьми нормативно развивающимися. Безусловно, что этот ребенок, для него разрабатывается АОП, адаптированная образовательная программа. Находясь в классе вместе с детьми основной школы, общеобразовательной школы, для него точно так же создаются те условия, которые прописаны в заключении ПМПК, и точно так же для него разрабатывается индивидуальный учебный план, куда включается работа по коррекционному блоку и занятия со специалистами психолого-педагогического сопровождения. Это следующая форма, по которой может обучаться ребенок, это обучение на дому или в медицинских организациях. Тогда, когда есть заявление родителя и есть справка медицинского учреждения, что этот ребенок обучается на дому. Он может обучаться на дому как по общеобразовательной программе или по программе 7.1, 7.2. Опять-таки, эту программу определяет только ПМПК. Сегодня я хочу немножко уточнить. Сегодня психолого-педагогические консилиумы наделены огромными полномочиями, но вот поменять программу они не имеют права. Они могут внести какие-то дополнительные условия, они могут рассмотреть условия, в которых ребенок уже не нуждается, они могут решить вопрос о переводе ребенка из коррекционного класса в общеобразовательный класс, но вот поменять программу консилиум не имеет права. Это делать, это юрисдикция только психолого-медико-педагогической комиссии. Так,
Ну и у нас сегодня, вот мы 2 года делали попытки развить это образование. Нормативная база существует, есть рекомендации, как проводить это обучение, и что это не обязательно с использованием компьютеров, то есть обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. То есть если семья считает, что ребенок может осваивать образовательную программу вот таким образом, то они пишут заявление, и ребенок осваивает программу вот по форме электронного обучения или с применением дистанционных образовательных технологий. Сегодня такая возможность есть. Так, но когда мы немножко разобрались, кто такие дети с задержкой психического развития и где они могут обучаться, в каких образовательных учреждениях и какую программу, в каких условиях они могут осваивать, мы сейчас с вами разберем те задачи обучения, которые стоят перед образовательным учреждением. Если у ребенка в первую очередь идет нарушение активности познавательной деятельности, не проблема с познавательной деятельностью, не проблема с мыслительной деятельностью, а проблема с активностью, то есть проблема с включением в образовательную деятельность. Следовательно, это и будет первая задача – развитие познавательной активности. А это будет тогда, когда ребенку понятен тот материал, который ему предлагает воспитатель или учитель. Если вы проведете диагностику, то вы поймете, что детки в силу того, что их психические процессы работают с задержкой, то есть развитие, формирование идет их с задержкой, нарушен темп, тогда эти дети не понимают до конца того материала, который им предлагается для усвоения. Просто-напросто потому, что у них проблема с речью, у них проблема с пониманием обращенной речи, но у них нет проблемы с мыслительной деятельностью. Они умеют переносить материал с одного объекта на другой, они умеют делать выводы, они умеют устанавливать причинно-следственные связи. Но у них проблема в том, что они не активны. Еще раз, они не включаются в образовательную деятельность по той или другой по тем или другим причинам. Расширение общеинтеллектуальных умений. То есть вот задача это очень трудно и очень сложно. Учитель и воспитатель должен понять, что это обучение и образование ребенка с ЗПР идет по той же самой образовательной траектории, просто с задержкой. Просто нужно увеличить время его обучения и увеличить условия. Давать тот материал, который мы даем нормативно обучающимся детям по одним приемам, одними методами и приемами, на основе одних технологий, то здесь нужны другие коррекционные технологии. И он освоит этот материал, он включится, и он может стать активным участником образовательного процесса. А задача педагогов – это сделать, помочь ему стать активным участником образовательного процесса. Вот посмотрите, следующая, третья задача – нормализация учебной деятельности. Мы формируем у ребенка как раз вот умение для того, чтобы он научился понимать инструкцию. Вообще здесь инструкция, очень много нужно работать, и мы с вами ниже будем об этом говорить, очень много нужно с этими работать детками по обучению их пониманию и принятию инструкций. Там много есть разных приемов. Если мы этому навыку научим, если мы их обучим, и было бы идеально, если бы дети с задержкой психического развития вот этот навык получали в дошкольном образовательном учреждении. То есть там бы не учили их читать, писать буквы, чего совершенно им не надо, и что мы не должны делать в детском саду, а вот научить его общим школьным умениям сидеть на протяжении всего занятия, да, внимательно слушать инструкцию взрослого, и взрослый должен создать такие условия, чтобы ребенок понимал инструкцию до конца. Так, ну и у этих деток, естественно, серьезные проблемы с речью. Если они к нам приходят в школу с общим недоразвитием речи, а сегодня уже такая ситуация, что к нам идут в школу дети и
с алалией, с моторной сенсорной алалией, некомпенсированной, с этими... Сама буквально в феврале видела ребенка, у которому 6,5 лет, и вот он должен идти в сентябре в школу, а он моторный алалик, и с ним никто никогда не работал. Вопросов, конечно, много ко всем людям, которые работали с этим. Вопросы есть и к воспитателю группы, вопросы есть и к педиатру, который вел этого ребенка, вопросы есть и к людям психолого-педагогического сопровождения этого образовательного учреждения. И вопросы, самые большие вопросы, серьезные вопросы к родителям, которые, вот я считаю, что это просто безобразие. Это можно соотнести с жестоким обращением к ребенку. Родители видели проблему ребенка и ни разу не обратились целенаправленно ни к одному специалисту. Так быть не должно. Потому что мы все прекрасно понимаем, если ребенок придет у нас вот, в 1 класс, то там не просто будут проблемы с письменной речью, он вообще не может освоить, не сможет освоить эту письменную. То есть идет практически инвалидизация ребенка. Хотя ребенок сохранный в познавательном отношении. Ребенок сохранный, ребенок послушный. И вот что такое сделали взрослые с этим ребенком, это кошмар. Итак, логопедическая коррекция, безусловно, показана этим детям. Эти дети должны проходить, потому что даже в условиях того, что он может произносить все звуки правильно, то у него все равно есть нарушение фонематического слуха, у него есть все равно нарушение лексико-грамматических категорий, а грамматизм для них, как правило, это вообще очень ярко выражен. И серьезные проблемы эти дети испытывают с развитием связанной речи. Поэтому, если уж стоит диагноз задержка психического развития, как правило, этот ребенок должен получать логопедическую помощь в обязательном порядке. Социальная профилактика. Об этом я уже чуть выше говорила. Ребенок должен принимать активное участие во всех мероприятиях, событиях образовательного учреждения. А родителям мы должны объяснить, что вот этот ребенок, его как раз не надо прятать, а как раз как можно больше выводить его в социум. Этот ребенок должен видеть не только территорию своей квартиры или двора, в который выходит. И нам, думаю, часто приходилось специалистам слышать о том, что мама говорит, мы никуда не ходим. Над ним смеются там во дворе, и поэтому вот мы никуда не ходим. Нет, с этим ребенком надо ходить не в 2 раза больше, в 10 раз больше. Ходить в театры, ходить на выставки, ходить в музеи. Вот я хочу сказать о музеях Сыктывкара, это что-то... Там такое великолепие. Если мы с вами туда будем ходить систематически с ребенком, мы дадим ему такое представление об окружающем мире. Причем ребенок-то ведь ЗПР, ему как раз нужно знакомиться с предметами не плоскостными. Это не должно быть нарисованная собачка или собачка в планшете. Вот когда вы приведете его в музей природы, и он увидит там трехмерное изображение каждого животного, а если и разрешат, так еще и потрогают, а там еще и всякая деятельность интересная идет. Вот это и будет прием расширения представления об окружающем мире дошкольников. Надо чаще выходить. Пришли вы в театр, он устал, да, конечно. Во-первых, это новое место, это много людей, которые ему не знакомы, он не знает ситуацию. И ребенок может быть целенаправленным, буквально тоже несколько минут. 15-20 минут. Вот посмотрите, первая задача. Доступность учебного материала и эффект новизны. Вот театр и будет как раз вот тем самым эффектом новизны, который ему очень необходим. Да, он посидел 20 минут, начинает кричать, начинает какие-то действия совершать, за которые вам просто стыдно. Так вы просто соберитесь и уйдите. Или вы в этот момент думаете о том, сколько вы заплатили за билеты. Нет, комфорт ребенка вашего, его комфортное состояние – это самая первая задача, которую вы ставите перед собой, когда идете в театр. Ничего страшного.
Пришел первый раз 15 минут посидел, второй раз пришли в театр, он уже 20 минут посидел. А потом в конечном итоге он научится воспринимать то, что на сцене происходит, научится понимать. Если вы еще и будете комментировать все действия, которые происходят на сцене, то вы поможете своему ребенку очень хорошо. Так, ну и теперь давайте разберемся с потребностями. Первая потребность деток с задержкой психического развития – это побуждение познавательной активности. Ну, про это мы уже с вами говорили. Побуждение познавательной активности, расширение кругозора, формирование общеинтеллектуальных умений. В процессе этого мы их обучаем анализу, мы их обучаем синтезу, мы обучаем сравнивать и начинаем с самого простого. Учим сравнивать предметы по форме, учим сравнивать предметы по размеру, учим сравнивать предметы по цвету. Мы возвращаемся в более ранние возрастные сроки. Чему мы, собственно говоря, учим маленького ребенка с года до 2, до 3, да? Вот это мы все включаем в активную деятельность детей с ЗПР. И когда мы хорошо работаем, целенаправленно работаем, мыслительные операции, которые у него есть, но их надо развивать, их надо обогащать, и мы с вами к этому придем. Так, желание, как только ребенок у нас научится познавать окружающий мир, когда он будет целенаправленно сам для себя ставить какие-то цели в познании, еще раз говорю, это должны быть в первую очередь предметы трехмерные. Если вы хотите, чтобы состояние ребенка усугублялось, задержка психического развития, вы можете дать ему планшет, вы можете дать ему телефон. А вы, если хотите, чтобы ребенок развивался, заберите, пожалуйста, у него все гаджеты. Не должно быть у него в руках планшета, потому что он там видит неполную информацию об окружающем мире. Там плоскостное изображение, что не стимулирует мыслительную деятельность никак. Так, теперь формирование вот той самой целенаправленной деятельности. Как только ребенок начнет получать удовольствие от познания окружающего мира, у него будут развиваться эмоции. Эмоции будут становиться адекватными. Он научится себя контролировать. Он научится произвольно себя вести. И мы с вами проблему с ЗПР решим. Так. Но я думаю, что вы все согласитесь. Если у меня есть какие-то определенные успехи, я обучился каким-то новым навыкам, у меня есть какие-то новые навыки, какие-то новые умения, я обязательно хочу поделиться своими успехами с окружающими людьми. А отсюда что? Отсюда идет норма социальная, да? Он начинает свободно входить. Вот уходит та самая агрессия, и ребенок становится более комфортным, более интересным в общении, и он понимает, что его успешность растет. Так, ну давайте посмотрим, что же нам, какие условия мы себе должны, в общем-то, обозначить для того, чтобы решить трудности в обучении у ребенка ЗПР. Самое первое – это создание благоприятной обстановки и щадящего режима. Что такое благоприятная обстановка? Ребенок должен быть принят. Он должен быть принят взрослыми, в первую очередь воспитателем и учителем. Он должен быть принят детьми, которые его окружают. Сложно? Да, сложно. Но без этого вы не получите положительного, позитивного результата никакой, даже самой сложной, самой продуманной коррекционной работы. Первое, что нужно сделать, принять ребенка, какой бы он ни был. И сколько бы мы с вами ни говорили, у нас вот эта фраза будет все время повторяться и повторяться. Те педагоги, воспитатели, учителя, у которых на сегодняшний день есть такие детки, вы себе сами сможете сейчас ответить. Ну вот по шкале от 1 до 10, где вы этого ребенка принимаете. Если ближе к десятке, к 10, значит вы высококлассный специалист, высококлассный педагог. Понимаю, что принять бывает этих деток очень трудно.
но это сделать надо. Ну и щадящий режим. Из педагогических наблюдений, которые мы с вами говорили, что это задача самая главная провести педагогическое наблюдение, мы можем определить, сколько ребенок работает целенаправленно, сколько минут, в какой день недели он наиболее продуктивен, а в какие дни это бессмысленно и бесполезно. Вот, и тогда нужно просто решать вопрос вот, о том самом щадящем режиме. Сколько дней он посещает образовательные учреждения, а у нас с вами есть еще и дистанционное обучение электронное, да, которое можем компенсировать. То есть вот комбинирование всех возможностей, где этот ребенок может обучаться и получать образование, их на сегодняшний день много. И можно это комбинировать. Щадящий режим. Он может просидеть целенаправленно 3 занятия, вот он и сидит. Вы мне сейчас скажете, а как выполнение программы? Ну, если у этого ребенка есть статус ребенок с УВЗ и прописана программа 7.1 или 7.2, следовательно, там может быть еще в рекомендациях написано очно-заочное обучение, да, или вообще обучение заочное. Это нужно очень внимательно изучать те условия, которые прописывают ПМПК. Так, ну, когда мы с вами работаем с таким ребенком, понятно, что мы должны понимать, что коррекционно-воспитательная направленность всей педагогической на любом уроке мы должны это все реализовывать. Безусловно, учет психофизических возможностей. Откуда мы это знаем? Из наблюдений. Как ребенок к нам пришел, мы проводим наблюдение педагогическое, узнаем его особенности и проводим диагностическое обследование. Диагностика сегодня обязательно во всех образовательных учреждениях, во всех группах и классах. Так. И определяем, где у ребенка уровень актуального развития высокий, значит, мы там ставим более высокие, более сложные задачи. Если уровень актуального развития у него вообще на уровне 2-3-летнего ребенка, значит, подниматься будем оттуда. Не будем ему придумывать, а будем подниматься оттуда. Если он к нам пришел, и там прописана программа 7.1 или 7.2, мы просто-напросто открываем эту программу, изучаем все, что там написано, особенно требования к реализации АООП. Это все изучаем, читаем, и нам это все помогает классным образом. Ну и мы должны продумать включенность этого ребенка в воспитательную работу. Вы знаете, вот я знаю, что у нас в городе детками ОВЗ и детками с инвалидностью занимаются практически все системы доп. Образования. Если мы хотим, чтобы ребенок быстрее адаптировался, чтобы наша коррекционная работа была более результативной, надо посоветовать родителям обязательно включить ребенка в доп. Образование. Я знаю, что сегодня работает и музыкальная школа с детьми с ОВЗ, и спортивные секции, и спортивные школы, и творческие организации работают с детьми с ОВЗ. Вот надо хорошо продумать, где ребенок может реализоваться, и чтобы родители обязательно туда водили ребенка. Так, ну, что может сделать самые простые действия? Я понимаю, прекрасно понимаю, и тут на меня обижаться не надо, что это очень сложно, когда появляется ребенок с ОВЗ, да еще ребенок с ЗПР и СДВГ, это очень сложная категория детей. Если есть возможность решить вопрос о тьюторском сопровождении, если есть такая возможность, то это надо решать. Если есть возможность о решении сопровождения ребенка ассистентом, техническим помощником, то это тоже нужно решать. Это относится тоже к специальным условиям и прописывается психолого-медико-педагогической комиссии. Если в процессе включения ребенка в образовательный процесс вы узнали, определили, что такое сопровождение, кроме психолого-педагогического сопровождения, еще нужно такое сопровождение ребенку, то вы имеете право рекомендовать родителям пройти ПМПК, чтобы там
включили в условия вот как раз или тьюторского сопровождения, или сопровождения ассистентом, техническим помощником. Если семья может сопровождать этого ребенка, семья, и осуществлять техническое сопровождение, то нужно этот вопрос решать на ППК, на консилиуме. Если согласны родители или члены семьи сопровождать этого ребенка, то это надо делать. Потому что, тут не секрет ни для кого, что очень часто бывает, учитель или воспитатель очень много отдает время вот этому ребенку с ограниченными возможностями здоровья и сокращает время для нормативно развивающихся детей. Так, давайте теперь разберемся с теми особыми обязательными условиями урока, которые необходимо просмотреть и для себя установить, если у вас появился такой ребенок. Первое. Все даем по частям, все дробим на очень мелкие составляющие части. Мы помним о том, что понимание обращенной речи у этого ребенка осложнено, оно меньше, чем у нормативно развивающегося. Значит, все формулировки должны быть очень четкими и ясными. Кроме того, если возникают ошибки, мы не просто их исправляем, а мы разбираемся с этими ошибками, почему эти ошибки ребенок производит. Я сейчас, чтобы немножко переключить ваше внимание, вот такой случай из собственной практики расскажу. Сейчас, одну минуту. Расскажу такой случай из собственной практики. Ко мне обратилась мама по поводу сложности, по поводу дисграфии ребенка. Я попросила принести тетрадь. Они принесли тетрадь, и там был диктант по произведению Пришвина «Золотой лук». Поскольку в произведении идет рассказ о золотом луге, да, то вот ошибок в слове «лук» было практически везде. Было написано «лук». Посмотрела на этот диктант, и маму спрашивала: а вообще ребенок знает, что такое луг? Вы когда-то выезжали на луг? А живут в Сыктывкаре, у нас тут лугов-то не очень много, да? Она говорит: нет, не знает. А у него вообще есть представление какое-то о том, что такое? Он, наверное, знает, что такое лес, да, что такое поляна, что такое тропинка, может быть, знать. А вот что такое луг, он не знает. Он знает луг. А там еще такое предложение было: я открыла окно, и передо мной золотой лук. Я маму спрашиваю: как вы думаете, вот если разобраться с этим предложением, вот он что представляет, какую картинку видит? Что кто-то открыл окно и увидел золотую луковицу. Он и пишет «золотой лук». Мама говорит: я об этом не думала. То есть ребенок диктант пишет и включает только те представления, которые у него сформированы. А если нет, то надо разобраться, что это за ошибка. Это ошибка действительно дисграфическая, или это ошибка грамматическая, что угодно. Или это ошибка произошла от того, что ребенок не понимает, где лук, не знает. Для него есть луковица. Вот он и пишет в соответствии с тем. Поэтому, когда мы работаем с ребенком ЗПР, мы очень четко должны представлять, а какие знания об окружающем мире у него есть, и почему он эти ошибки делает, и постараться по возможности разобрать эти ошибки с ним. Вообще, я хочу, коллеги, напомнить, что дисграфические ошибки не исправляются красной пастой. Дисграфические ошибки исправляются зеленой пастой. Если вы видите, что это дисграфическая ошибка, исправлять ее красной пастой нельзя, только зеленой. Так, с целью адаптации объема характера учебного материала к познавательным возможностям. Вот это то, что я, собственно, еще вам. Во-первых, материал всегда должен быть дробный, по частям и понятный. То есть все знания, которые мы даем, они должны быть у ребенка, хотя бы на уровне представлений. Я уж не говорю о понятиях. Нам до понятия с детками с ЗПР далеко, но хотя бы на уровне представлений. Так, и надо учитывать возможности ребенка и
те задания, которые мы им даем, они должны... Это не значит, что нужно максимально облегчить ему жизнь. Нет, не надо. Он все равно должен обучаться, он должен, и обучение должно идти ступенчато, он должен что-то приобретать, он должен, его знания об окружающем мире должны меняться, поэтому нужно определить ту трудность, но по возможности, если мы даем нормативно развивающимся детям задание, 5 заданий, то этому надо дать 3, а может быть и 2. Так, каким образом вообще можно облегчить задания для детей ЗПР? Вот тут рекомендации, которые вы видите на этом слайде. Я хочу, пока вы знакомитесь с этими рекомендациями, я хочу сказать, что думаю, что здесь очень продуктивно будет технология визуальных картинок. То, с чем мы работаем с детками с расстройствами аутистического спектра. Визуализация. У них есть такая технология, когда визуально прописывается план, визуально прописывается, или на первых порах это должны быть картинки, понятные ребенку. Дальше уже, когда ребенок освоил чтение, можно просто прописывать. Вообще вот визуальный режим, визуальное расписание я видела много лет назад в образовательных учреждениях другой страны, даже в младших группах, в младших дошкольных группах. Дети приходили и смотрели вот это визуальное расписание, знали, какое у них занятие. Причем там такая специфика была, они не просто знали, они могли выбирать. Вот в это время будет вот таких 3 занятия, куда он считает, что он хочет туда пойти, и он выбирал это занятие по визуальному расписанию занятий. Вот такие визуальные расписания, такие картинные планы, они очень хорошо работают с детками с проблемами в обучении. Я говорю, что на сегодняшний день это очень активно используется в работе с детьми с РАС. Ну и если мы применим с детьми этот прием, эту технологию с детьми с расстройствами, с ЗПР, то это будет тоже продуктивно и будет полезно. Приемы предписания, когда вот опять-таки все операции разложены на какие-то определенные действия, это не значит, что он до конца своего обучения в школе будет этим пользоваться. Нет. Это как триггер. Мы таким образом включаем ребенка в какую-то деятельность. Мы ему дали вот тот самый прием предписания, да, с последовательностью операций. Он выполнил 3 операции, выполнил их правильно. И если бы он получил положительную оценку своим действиям, то мы таким образом мотивируем его на дальнейшую деятельность. Или мы видим, что вот он 3 задания, 3 операции выполнил, а дальше он не может, он устал. Все, давайте дадим ему возможность отдохнуть. Или мы можем провести какие-то двигательные вещи, двигательные паузы со всем классом. А потом он опять включится. Так. И вот я уже вам говорила, инструкция. Требования к инструкции, к разработке инструкций очень большие в работе с детьми с задержкой психического развития. Если инструкция сформулирована сложно, она многоступенчата, то все нормально? А то я напугалась уже. Если она работает, то ребенок просто-напросто не поймет ни содержание, ни последовательность, он не обозначит для себя последовательность действий. То есть посмотрите, как важна инструкция в работе с детьми с ЗПР. Вы можете посмотреть, что в конце как раз на этом слайде дается, я уже вам сказала, визуализация, дается там технологическая карта, как он может выполнять задания. А можно вот то, что нам предлагают авторы этого материала. Ребенок выкладывает столько палочек, сколько в инструкции шагов, он их выкладывает и выполнил операцию, убирает палочку, выполнил операцию, убирает. Задача педагога здесь наблюдать за ребенком очень внимательно. И если мы видим, что он убирает палочки, то ведь несложно подойти к нему и посмотреть, насколько правильно он это выполняет.
И по сути дела, когда мы говорим, что максимум должно быть похвалы, максимум должно быть поддержки этому ребенку, то есть мы, собственно говоря, хвалить можем его за выполнение каждого действия. Мы же визуально видим, что да, что это такое, как не саморегуляция? Что это такое, как не формирование продуктивной деятельности или целенаправленной деятельности? Я думаю, что вот как раз такие приемы можно хорошо использовать в работе с детками. Так, мы должны очень четко понимать, я уже это говорила, и мы к этому возвращаемся, мы должны очень четко понимать, что все слова и все термины должны быть ребенку понятны. Мы можем взять это все на себя как дополнительную нагрузку, а почему бы не включить сюда родителей? Вот у нас, мы знаем с вами, что у нас предстоит вот изучение такой новой темы. Почему мы не можем дать родителям задание, чтобы они, в общем, познакомили ребенка своего с этими терминами дома? Может быть, будет какой-то словарик этих слов конкретно по этому виду, по этому предмету. Почему нет-то? Родители же, они у нас сегодня по закону участники образовательного процесса. Значит, они должны принимать активное участие. Почему бы не провести какую-то, я не знаю, там, блиц-викторину по знанию тех же самых терминов? И это можно использовать ведь и электронные средства обучения. То есть можно найти много разных способов и приемов, которые помогут и облегчат вам вот как раз включение этого ребенка в образовательную деятельность и не дойти до самовыгорания. Так, ну, научиться выслушивать этих деток бывает очень сложно. Среди них есть детки, которые молчат, их очень трудно какого-то высказывания речевого добиться. А есть такие, у которых, собственно говоря, рот-то не закрывается нигде и никогда. Вот в моей практике был такой замечательный товарищ, он очень, знаете, там был ЗПР, там был ОНР, и там диагноз СДВГ. Но при этом ребенок очень позитивный, он гиперэмоциональный, но если ему что-то не нравилось, он мог начать кидать и столы, и стулья. Да? Но при этом он не переставая разговаривал. Вот. Вот как научиться выслушивать этих деток, это тоже, конечно, высший пилотаж в педагогике. Так. Ну, про речь мы сегодня уже с вами говорили много, нам много говорить, нужно планировать и обдумывать, и обязательно анализировать то, что получилось и то, что не получилось. Нужно постепенно учить ребенка выполнять задания на слух. Вот скажите, пожалуйста, если у нас ребенок пришел с задержкой психического развития, ну, понятно, в первом классе дополнительном или в первом классе мы с вами не будем давать контрольную работу на доске, да, а уже дальше, 2-3 класс, а он у нас еще, собственно говоря, с трудом включается. Так вот, мы почему не можем дать этому ребенку задание, ту же самую контрольную работу на карточке индивидуальной? Потому что пока он нашел то задание на доске, которое он должен выполнить, прошло 20-25 минут. И решать, он может решить эту задачу. Он понимает, как решать эту задачу. Он испытывает трудности с восприятием, с ориентацией. Пока он сориентировался на доске огромной, пока он понял, проходит время, и он опять остается неуспешен. Чего ж не дать карточку с теми заданиями, которые он должен выполнить ему в руки, где он будет более успешен. Так, ну и все, про что мы с вами, собственно говоря, говорим сейчас вот по протяжении часа, это как раз предупреждение быстрой утомляемости. Коллеги, у нас уже вот вебинар идет больше часа, мы, наверное, с вами должны каким-то образом закругляться. Мы еще будем встречаться по этому поводу, по поводу обучения детей ЗПР. Пожалуйста, следите за нашими сообщениями, за нашими информационными. Мы отправляем информацию. Мы – это центр
психолого-педагогического сопровождения специальных инклюзивных образовательных учреждений, интернатных учреждений. У нас уже готов второй материал, уже даже есть материал третий, там есть конкретно еще и практические какие-то советы. Вот. Для ребенка с задержкой психического развития все уроки, все занятия, которые связаны с ручной деятельностью, с технологиями, они им показаны, собственно говоря, в первую очередь. В первую очередь, потому что они там могут себя чувствовать успешными, они могут там понимать, во-первых, все инструкции, там инструкции конкретные, четкие, отрезали, приклеили, померили, там что-то слепили и так далее и тому подобное. И они понятны. Ребенок может оценивать свою работу самостоятельно, что у него получилось, что у него не получилось, что надо было чуть получше сделать. Вот как раз уроки, технологии, занятия по творческой деятельности в детском саду, надо постараться сделать так, чтобы ребенок был наиболее успешен на этих занятиях и уроках. И чтобы он там выполнял все, что предписано по программе. Так, вот возвращаемся к тому, к началу нашего разговора, что с какими детьми должен уметь сегодня по профессиональному стандарту педагога, вот эти трудовые действия, которые прописаны в стандарте, пожалуйста. Освоение и применение психолого-педагогических технологий, в том числе инклюзивных. Вот посмотрите те категории, с которыми мы с вами должны работать. Предполагается, что вот все эти категории могут у нас собраться одновременно в классе, и мы вот с ними будем работать. Так, я, наверное, буду несколько так эпатировать кого-то вот такими громкими словами. То есть первое, что нужно сделать, нужно принять. Другой ситуации у нас уже не будет. Закон прописывает у нас обучение детей с ОВЗ в общеобразовательных школах и в общеобразовательных классах. И мы должны с вами закон этот выполнять. Нужно научиться принимать этих деток. Принимать и понимать. Так, здесь у нас есть список огромный. Литература, которая поможет вам в работе с детками с ЗПР. У нас пока нет обратной связи, вот в чат я не могу выходить, но мне очень важно, чтобы вы задавали вопросы. Пожалуйста, вы ваши вопросы можете присылать к нам на наш сайт Центра психолого-педагогического сопровождения, чтобы мы знали, что нам надо добавлять и что нам надо менять, если вы считаете, что надо что-то поменять. А сейчас наша встреча заканчивается. Я благодарю всех, кто участвовал в нашей встрече. Жду ваших вопросов и желаю удачи. Всего доброго.